Хоккейный клуб «Строитель» может получить финансирование из республиканского бюджета. Но с одним «но». Клуб должен стать автономной некоммерческой организацией с единственным учредителем региональной Минспорта. Это один из вариантов стабилизации ситуации в «Строителе». Об этом сегодня на брифинге рассказал глава Коми. Напомним, непростая ситуация сложилась еще в конце прошлого года, когда клуб лишился финансирования. Спонсоры, как пояснил Владимир Уйба, отказались поддерживать команду из-за непрозрачности расходов и несоответствия трат и результата. Со сметой в 100 миллионов рублей в год «Строитель» занял только 8-ю позицию по итогам прошедшего сезона Суперлиги России. А на 22-й год запрашивал еще на 10 миллионов больше. Сравнивая наш клуб и Архангельский водник, глава Коми даже озвучил раздутые зарплаты специалистов «Строителя». Так, порой зарплаты в «Строителе» были выше на треть, но на результате команды это не сказывалось. Все спонсоры, которые финансировали команду, отказались это делать. Отсутствие этой связи средств с результатом, а самое главное непрозрачность, все спонсоры сказали, мы участвовать в этом больше не будем. По примеру того же водника, «Строитель» сначала хотели отдать в управление Центру подготовки сборных команд. Но такой вариант противоречит закону. Как пояснила контрольно-счетная палата, государство не вправе финансировать частный клуб. Есть возможность создать на его базе автономную некоммерческую организацию. Однако сделать это непросто. «Строителю» сначала нужно погасить долг. А это 30 миллионов рублей. Примерно половина из них зарплата членам команды. Мы сейчас своим чередом создаем автономную некоммерческую организацию, полностью учредителем которой будет Минспорта Республики Коми. Находим, естественно, нового руководителя команды. Есть уже наметки нашего, который здесь живет, который там играл в «Строителе», который является действительно патриотом «Строителя» и который никуда не уедет. В случае, если переход в ОНО удастся, из бюджета Коми в виде субсидий команда получит 44 миллиона рублей с условием одобрения на Госсовете. И по мнению Владимира Уйба, со временем, увидев прозрачность работы с клубом, спонсоры должны вернуться. Состав команды будет полностью обновлен. Продолжит выступать в Суперлиге. Глава Коми также объявил, что остановит продажу автобуса, которую «Строителю» подарили в 2020 году. Это не является собственностью клуба. Они не заработали его, они его не купили на собственные деньги. Это им республика подарила. Автобус для перевозки хоккейной команды. Сегодня они его выставили на продажу для того, чтобы закрыть долги. Мы сейчас эту сделку остановим и не разрешим продавать, это не их имущество. Вопрос о выделении финансирования «Строителю» из бюджета региона будет вынесен уже на апрельскую сессию Госсовета Республики. Окончательное оформление всех решений должно завершиться в течение месяца.